Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Чье сердце вы украли? Никого не загадывайте, просто загадайте на себя. Песочек все покажет сам. Кто вас так сильно любит и чье сердце вы действительно украли, похитили, забрали. Загадайте на себя, пусть нужное и важное вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Мужчину показывают. Мужчина, семья у него, семья. Либо это семья вот как в чистом виде, там жена, дети, родители, братья, сестры. Либо, может быть, он коллективом командует, управляет, да, людьми. Тогда, возможно, начальник. У кого-то начальник, у кого-то несвободный мужчина. Человек, чье сердце вы украли. Вот оно, его сердце у вас в руках бьется. Не могу сказать, что вам это сердце прям очень нужно. Да, может, вы как случайно себе это сердце украли. Может, и не воровали, может быть, просто под ваши ноги упало, а вы в руки взяли. Но у кого-то отыграется, что у вас прямо роман, да, тайный роман, либо служебный роман. Ну, понятно, что все разные. Смотрите, несвободный мужчина, либо мужчина, занимающий руководящую должность. Ну, тоже может быть не свободный. Может, свободный, а может и не свободный, да, руководить людьми. Но у кого-то отыграется, что это не свободный, в принципе, мужчина. Вот его сердце в ваших руках. Вы не совсем понимаете, что с этим сердцем делать. Кто-то из вас вообще не заинтересован в этом сердце. А кто-то заинтересован, но вы не видите перспектив. Ну, а у кого-то отыграется, что вы ни сном, ни духом, да, что мужчина свое сердце вам отдал, да. Значит так, мои хорошие, у мужчины до вас никогда таких чувств не было. Вот серьезно вам говорю. Мужчина может быть и взрослый, и зрелый. У мужчины может быть богатый опыт общения с женщинами. Может быть там очень много отношений, любовных отношений, брачных отношений. Но вот до вас он никогда не испытывал настолько сильные чувства, настолько сильные эмоции, когда он просто буквально про себя забывает. А весь мир для него значение теряет, когда вы рядом, когда он вас видит, либо когда он о вас думает. С ним такое впервые. И ему страшно. Ему действительно страшно, он не понимает, как это может быть. То есть он считал, что он уже там знает толк в любви, знает толк в отношениях, но так, чтобы прям пробирало до костей, чтобы трясучка начиналась при мысли о вас, такого еще не было. Но еще у него другие реакции организма, которых тоже никогда раньше не было. У кого-то отыграется такая история, что мужчина принимал допинг, либо считал, что у него уже импотенция настала, и тут появились вы, и у него там этот стояк непрекращающийся, и, конечно, это не очень комфортно для жизни, особенно если ты там работаешь среди людей, особенно если ты руководитель. И он такой, я не понимаю, как это что, магия, это волшебство, она волшебница, она фея, либо она черная ведьма. Ну как такое могло произойти? Вот тело как-то по-особому реагирует. И еще я вижу, что когда вы рядом, его прям в жар бросает, и как пот появляется, да, испарина идет. И это, как, знаете, признак болезни. Любовь как болезнь, да, я болен ею. Я ни о ком думать не могу. Я потерял интерес ко всему тому, что было для меня важно. Вот у кого-то отыграется, что мужчина очень деньги любит. Да? Для него важно было это стяжательство, заработать денег, купить классную машину, там, квартиру, дачу, хвастаться какими-то классными, дорогими, статусными вещами. То есть он прям,
Это была его страсть, это была его отдушина, это была как любовь всей его жизни. А тут появились вы, и он такой: я все готов отдать, там, за ночь с ней, да, либо просто там, за час с ней, просто посмотреть ей в глаза, подержать ее за руку. Да, он готов все свои эти безделушки, цацки отдать, готов все деньги спустить, готов там, распрощаться со всем там, движимым и недвижимым имуществом. Вот настолько вы влияете, у него как будто бы половина мозга отказывает. Либо наоборот, мозг, два полушария начинают активно работать. Да, у кого-то так отыграется. Влюблен, он очень сильно влюблен, он ради вас вот в сегодняшнем дне готов пойти на все. Понимаете, даже вот вы скажете: мне нужна твоя голова, он пойдет сам себе этот топор заточит, найдет палача и прикажет ему принести вам свою голову. Даже вот настолько мужик уже прям мается по вам. Да, вы для него роковая женщина. Красной нитью через всю судьбу, через всю жизнь. Перечеркнула все, что было до, понимаете? А в будущем, кроме вас, у него никого нет. Вот, даже если он, допустим, любит своих детей очень сильно, даже если он эту свою жену бывшую, настоящую любит, вот как только вы появились, все как отрезало. Возможно, вы этого не хотели и не ждали, да, но само собой случилось. А у кого-то отыграется, вы тоже приблизительно чувствуете к нему такие же чувства, да, но ощущения, по крайней мере, такие же вас пробирают, как наваждение, да, любовь, боль. Но вот такая боль с таким вот сладким послевкусием почему-то мне еще идет. Я прям сама хочу понять, что это за чувство такое. Это какая-то безумная страсть, либо это какое-то извращенное восприятие любви, либо мужик такой прям, знаете, действительно настоящих женщин в жизни не видел и не нюхал. Что это с ним такое? Он готов ради вас, вот еще раз говорю, на все, даже жизнью попрощаться. А ваша реакция, она какая-то вот странная, да, вот честно. У кого-то отыграется, что ответная, вы тоже к нему чувствуете. У кого-то отыграется, вот вы растеряны, вы думаете: да нахрена мне этот мужик нужен, да, что мне с ним делать? Вот как-то так случилось, да? Может, привязался к вам, а теперь вы от него избавиться не можете. А он вам буквально вот кричит о своей любви. Что за чувства такие? Что за чувства? Но вы как-то с ним повязаны. Вы знаете, это не просто любовь. Вы повязаны с этим мужчиной. Это даже не про судьбу. Это про прошлые жизни. Вы с ним, скорее всего, уже проигрывали сценарии, любовные сценарии, семейные сценарии. Ваши души, по крайней мере, его душа очень сильно на вас перевозбудилась, потому что она вас узнала. И, возможно, в прошлой жизни, в прошлом воплощении этот мужчина вас потерял. Да? А теперь он вас увидел и такой: все, вот я ее вспомнила, она мне нужна, я не могу без нее. Вот как были вы уже вместе, были. Родные души мне идет, ощущение родных душ, родства и действительно очень сильного притяжения, особенно со стороны мужчины, потому что с его стороны как раз-таки сценарий проигрывается, даже не с вашей стороны, а с его стороны. Вот и все. Запутанная, конечно, история. Знаете, очень часто так бывает, что когда души реинкарнируются, когда проигрываются похожие сценарии, люди, даже которые друг другу не по судьбе, они могут друг друга, не люди, а души, да, людей могут друг друга узнавать. И люди очень часто путают это душевное, духовное родство с любовью. У мужчины тут прям очень такой обширный букет. Тут, мне кажется, все сразу проигрывается. Но у него он буквально крышу сносит по вам. Буквально. Только вы как-то странно на него реагируете. Давайте посмотрим, что с вами. Почему у вас такая странная реакция? Даже если он вам нравится и вы влюблены, но вы все равно как-то холодно с ним держитесь. Не так открыто, как он. Вот я это хочу понять.
То ли вы умеете себя в руках держать, то ли вы, может быть, и не настолько любите, а может, вы просто не хотите, да, разрушать, например, его семью. Может быть, для вас это какие-то, ну, отношения по ошибке, да, бывает же такое, что вот женщина там вступила в отношения, а потом думает: ой, а что же я наделала, да, зачем это все? Да, скорее всего, вы не хотите разрушать семью, либо у вас тоже есть семья, да, вы, возможно, женщина не свободная, и вы такая, знаете, думаете наперед и за всех. Часто женщины этим грешат. То есть вы не только думаете о своей семье, как вашем там мужу, детям будет не по себе, какой-то стресс. Это может навредить, особенно если дети, там, подростки, да, если маленькие еще, ладно, как-то более-менее там могут привыкнуть. А когда дети в пубертате, когда подростки, это может действительно причинить большой вред. И также вы думаете о его жене, о его детях. То есть, скорее всего, вы не та женщина, которая себя комфортно чувствует в роли разлучницы. Наоборот, для вас это прям какое-то табу. Знаете, как и хочется, и колется, а сердце велит свое. Вот. Не хотите поступать как крыса. Это не оскорбление, это не укор. Это ваша жизненная позиция. Вы говорите: я не имею права рушить чужую семью, и не имею права свою семью, своих детей обрекать на несчастье. Любовь, боль. Вот мне идет любовь, боль. И с его стороны, и с вашей. Но у него там еще кайфы идут, потому что он о вас мечтает, он представляет, он сильно возбуждается на вас. А у вас просто любовь и боль. Ну, давайте сразу у карт спросим, какой выход из этой ситуации. Потому что ситуация реально какая-то роковая, патовая. Почему карта ребенка все время падает? Скажите мне. Вы что, беременны от него? Либо он вас просит родить ему? Может, вы от мужа беременны? А может быть, вы загадали, что вот если я забеременею, то я с ним буду. Что происходит, девочки? Общая отсыпка, мне тяжело. Хотя в комментариях подсказывайте, опять ребенок. А может, ребенок это и как ответ. То есть, если вы забеременеете от него, это прямо будет сигнал с неба, что да, вы должны быть вместе. Даже если придется разрушить его семью и вашу семью. Типа, не бойся, да, вы должны быть вместе. Законное заключение брака, создание новой семьи. Опять крыса. Да что такое? Я мешала карты. Что происходит? Ой, да, иногда счастье строится ценой чужого несчастья. Но опять же, да, это судьба, это карма, это испытание. Не надо на себя слишком много брать. Да, вы не палач, палачом никогда не станете. То, что происходит, значит, так должно быть, значит, в этом и есть воля судьбы, значит, это и есть судьбоносная программа. Если вы от него забеременели, либо забеременеете, то это вам четкий сигнал, что вы должны быть вместе. И не нужно думать о других людях. Если беременности не будет, ну тогда поступайте так, как считаете нужным. Потому что эти отношения, они будут крепкими только лишь если будет общий ребенок. Ну что-то общее, да, ну, карта ребенок выходит, значит ребенок. Может быть и дело общее, да, если у вас там общий бизнес будет. Но все-таки мне больше идет про ребенка, да, про ребенка. Так, как высшие силы вообще все это видят, как реагируют? Ну, мужчина был максимально каким-то несчастным, обездоленным, таким вот, знаете, без царя в голове, да. Вот эта любовь к цацкам, к богатству, к деньгам, она как бы была такой компенсаторной в плане того, что не хватало любви человеческой, да. И мужчина уже не верил в то, что он полюбит, хотя он создан для того, чтобы любить. Угу. У него есть потребность в том, чтобы создать любящую семью. Возможно, его прошлый брак – это была ошибка, серьезная ошибка. Допустим, мужчина мог по залету жениться, да, мужчина мог
по выгоде жениться, там, может, невеста со связями была, либо из богатой семьи. Может быть, страсть перепутал с любовью. У вас то же самое могло произойти. Случайность, может быть, страсть. Но видите, как? Это шанс на счастье, это шанс на счастливую жизнь и для вас, и для него. То есть, если вы будете вместе, то вы будете абсолютно счастливой парой. Ну, понятно, что абсолютно счастливыми в современных реалиях сложно быть, либо, в принципе, в жизни сложно быть. Но вот насколько счастье возможно, настолько вы его и получите. Причем взаимно, да? Мужчина, который не чает души в женщине, и женщина, которая при мужчине как живая богиня. Конечно, это счастливый брак, счастливые отношения. Но если вы вместе не будете, то, в принципе, как бы, что? Ну, совесть будет спокойна, да? Совесть будет чиста. Опять же, люди разные. Кто-то очень мнительный. Вот девушки, женщины, вы можете быть максимально мнительной дамой. И даже если вы будете счастливы, вы сами себя будете подгрызать, что «Ой, я же разрушила 2 семьи», да? Либо «Я разрушила семью». Если вы такая, лучше откажитесь от этого мужчины, потому что вы не сможете себе это не простить, не принять, не как-то оправдать. Если вы женщина более свободных видов, нравов, и вы понимаете, что да, за любовь надо платить, и вы готовы пойти на это, да, будет очень счастливый союз, счастливый брак. В сегодняшнем дне очень много преград и очень много тумана. Но мужчина ждет от вас знака, сигнала, ждет, пока вы его позовете, поманите. Ему плохо. Почему? Потому что он не понимает вашей позиции. Он не понимает, он нужен вам или нет. Вы хотите быть с ним или нет. Любите или нет. Вот не понимает. Не понимает. То ли вы закрываетесь, то ли вы прячете, скрываете свои чувства. То ли у вас какие-то там отмазки, отговорки, которые ранят ему сердце. Но вот что-то есть. Он в роли жертвы сейчас. Причем жертва по всем фронтам. То есть та семья, он там несчастный. Вы от него закрылись, он тоже несчастный. Он любит, он страдает, но любовь его не реализуется. Она как будто бы застыла, да, как на паузу поставлена. И ему прям болит это все. Ну и вы тоже в какой-то такой растерянности находитесь, потому что не хочется рушить семьи, не хочется травмировать там детей, ни своих, ни чужих, не хочется портить свою репутацию. И вы, как бы, да, вот эти догмы, да, которые обществом созданы, что это плохо, это нельзя, 5-е, 10-е. Тяжело, это очень тяжело. Знаете, я вижу событие, которое поможет вам определиться. Не ему, а именно вам. Потому что, да, опять же, он ждет от вас. Вы его поманите, он пойдет на все. И на развод, и на раздел, и на разъезд. На все пойдет. Вам нужно определиться. Будет такое событие, оно как лакмусовая бумажка проявит все сильные моменты, да, и все слабые моменты. Что за событие, не скажу. Но это событие произойдет под крышей. Это может быть ваш дом, это может быть просто какое-то здание, помещение. Вот под крышей это случится. И тогда вы для себя поймете, что куда, к чему, что нужно, что не нужно. От вас только зависит, только лишь от вас. Если вы этому мужчине откажете, он будет любить вас до гробовой доски. И счастливым так и не станет, будет вас любить. Если вы с ним сойдетесь, то у вас впереди прекрасная, интересная, веселая и наполненная радостью, благодатью жизнь. Это чтобы вы понимали. У кого-то еще точно ребенок будет, потому что вот он между вами стоит, ребенок. Вот. Ждите события. События уже не за горами. Тут буквально в следующем месяце, да, в течение следующего месяца вам правда откроется. Либо вам будет знак, либо само событие как знак, да, и вы поймете, что вам делать дальше. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.